В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Василий Радченко. Здравствуйте. В Северо-Восточном федеральном университете состоялся форум «Университеты и развитие геостратегических территорий России» при поддержке Миноборнауки России, Российской академии наук и правительства Якутии. Мероприятие знаковое и посвящено Году науки и технологий в России. О нем мы поговорим с Александром Кугаевским, заместителем ректора СВФУ. Александр Андреевич, здравствуйте. Добрый день. Почему именно СВФУ выступил инициатором данного мероприятия, данного форума? Для этого есть несколько вполне объективных причин. Первое, что бы я сказал о том, что в 2020 году у нас закончилась десятилетняя программа развития университета. Довольно интересные итоги. Те направления, которые были положены в предыдущую программу развития, они в основном, и практически все выполнены. Университет достиг достаточно высоких рейтинговых показателей и в национальном рейтинге, и в международных рейтингах. И сейчас стоит задача о том, как университет будет развиваться далее. Сегодняшний или современный период нашего развития, он характерен тем, что на государственном уровне принято ряд очень важных документов. Один из них вы практически назвали, это научно-техническое развитие, программа научно-технического развития Российской Федерации. Кроме того, вышли ряд документов, имеющих стратегическое значение, сформулирование национальной цели развития в различных областях, в том числе в системе высшего образования. Далее разработана программа и утверждена программа развития Дальнего Востока, где высшему образованию тоже уделено определенное внимание. И, безусловно, это касается в первую очередь нас, потому что в этой программе конкретно есть задание улучшить, модернизировать два федеральных университета: Дальневосточный федеральный университет и Северо-Восточный наш университет. И последний документ – это стратегия пространственного развития, в котором определены принципы. И такое нововведение, можно сказать, в таких документах – это определение геостратегических пространств. И наш этот форум, главная тема – это был университеты в геостратегических пространствах Российской Федерации. Какая роль отводится всем 10 федеральным университетам в развитии экономики нашей страны? Этим университетам придается определенный статус. Они решают главные задачи, связанные с развитием образовательных технологий, в первую очередь. Раз. Во-вторых, сегодня ставится задача такая очень тесной связки наука, образование и развитие реального сектора экономики. О чем это говорит? О том, что все научные разработки, которые проводит университет или которые накапливает университет, они должны войти в образовательные программы. Тем самым мы формируем новых людей, новых специалистов, которые обладают современным научным знанием. И эти наши выпускники, как специалисты, они выходят в производство, в реальный сектор экономики. Это первый канал влияния университетов на развитие реального сектора, о котором сегодня мы говорим. Второе направление – то, что научные разработки внесут в себе какие-то технологические новшества и различного рода инновации. Они тоже прямым путем идут в реальный сектор экономики. И это соединение науки с реальным сектором, с реальным производством, это одно из главных направлений. Этому направлению как раз придается очень большое значение в роли федеральных университетов и их место, которое они будут занимать в системе высшего образования. Геостратегическое развитие. Название громкое, но не каждому понятно, что под этим подразумевается, какие мероприятия, какие меры и как геостратегическим развитием занимаются другие регионы, в частности, дальневосточные. Прежде всего, что такое геостратегические? Главное определение – это приграничные районы. Мне эта тема вполне понятна, потому что я сам проходил высшее образование в Рижском авиационном институте, Латвия, приграничный район Советского Союза. Влияние Запада было очень ощутимо. И во внутренней, так сказать, жизни этой республики, также и внешние различные каналы влияния на молодежь. И когда мы туда поступали, нас об этом предупреждали, что это западная граница Советского Союза, и там будет влияние.
И даже родители наши предупреждали. Поэтому вот сегодня мне эта тема вполне понятна, потому что наша республика, она как бы дважды попала в поле геостратегии. Это арктическая зона, потому что там сегодня будут решаться очень важные геостратегические задачи, и Дальний Восток. Дальний Восток – это весь Азиатско-Тихоокеанский регион с той стороны. Вот, и, безусловно, поэтому у нас сегодня и встает вопрос о том, какой должна быть эта государственная политика в этих территориях, и, в частности, то, что нас касается, какова должна быть политика высшего образования на этих территориях. Ну, на мой взгляд, она вполне определенно должна иметь какой-то особый характер. Во-первых, это умение или задача противостояния внешнему влиянию, прежде всего на молодежь. Мы сегодня это хорошо видим, что происходит у нас в Беларуси, как ее окружили со всех сторон, да? Как окружили Украину, как влияет на все остальные, значит, среднеазиатские наши республики, наши братские республики. Вот это противостояние – это первая линия обороны. Кроме того, образование должно быть построено таким образом, чтобы образовательные программы были конкурентоспособны, и выпускники наши были конкурентоспособны по сравнению с теми, кто учится за границей или в территориях, близких к нашей территории нашей страны. Вот. Поэтому сегодня это и было главной задачей – понять, как мы себя должны вести, как должны построить высшее образование с учетом того, что мы находимся на геостратегической территории. Это касается всех, то, что я уже назвал. Часть этих территорий: Калининградская область, Крым обязательно. Значит, это те, субъекты федерации, которые граничат с Китаем, с Монголией, со среднеазиатскими республиками, ну и Дальний Восток и Арктика. Вот это весь такой пояс, который мы должны как-то поставить в особое положение по организации высшего образования и проведению этой политики. А готов ли Северо-Восточный федеральный университет к этим вызовам времени, и на какой сейчас работе должен сфокусироваться университет, чтобы отвечать этим вызовам времени? Ну, здесь мы как раз сегодня, когда уже опубликовали, можно сказать, нашу концепцию развития университета на следующее десятилетие и со взглядом немножко дальше, чем десятилетие, вот, мы определяем, исходим из того, что мы должны суметь вот все эти направления, которые сегодня уже нам предписаны по развитию нашей страны, мы должны уместить в образовательные программы. Это научно-технический прогресс или научно-технологический прогресс, да? Дальше национальные цели, дальше 17 целей устойчивого развития, которые утверждены Организацией Объединенных Наций, ну и геостратегическое направление. Мы их должны упаковать таким образом, чтобы в целом политика университета соответствовала всем этим направлениям. Потому что за этим стоит конкретный выпускник, специалист, которого мы выпускаем из университета, который пойдет дальше работать и укреплять нашу страну. Огромное внимание сегодня уделяется Арктике. Вы тоже за наш разговор ее упомянули. Каким должен быть специалист, которого сейчас будет готовить СВФУ и другие дальневосточные университеты, который будет развивать дальше арктическую зону нашей страны и, в частности, Якутия? Это довольно такой серьезный вопрос, на мой взгляд, потому что все-таки Арктика – это особая территориальная, особая климатическая зона. Вот, природная зона тоже имеет, как природная зона, она имеет очень много особенностей, которые необходимо учитывать. Но один из таких существенных вопросов, который уже у нас давно в повестке не находится, это отношения с окружающей средой. Это не значит, что ты не должен там бросать, не только не означает, что ты не должен там бросать бумажку куда-то неположенное место. Это вообще это психология человека. Человек должен в голове нести совершенно другую культуру по отношению к окружающей среде. Потому что восстанавливать в Арктике эту природную среду гораздо сложнее, чем где-либо еще. Вот, она очень слишком ранимая. Это первый вопрос. Во-вторых, безусловно, что беспокоит вопрос какой? О том, что сегодня индустриальное развитие приобретает довольно большие масштабы в Арктике. Ну, совсем недавно, допустим, Игорь Сечин, глава Роснефти, докладывал президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину о том, что Роснефть выдвигается на Таймырский полуостров. Что это означает?
Это означает, что те богатейшие запасы нефтяных ресурсов, которые уже там имеются, они сейчас будут его доразведывать до уровня, до категории промышленного освоения и строить соответствующую инфраструктуру, чтобы эту нефть подавать куда-то на магистральный транспорт. Либо на Северный морской путь, либо сюда выводить ее на юг, на Транссиб или на сеть железных дорог Западной Сибири. В чем тут проблема? В том, что Сечин сказал, первый этап – это 50 миллионов тонн, второй этап – 100 миллионов тонн. Чтобы добывать 100 миллионов тонн, это всю территорию Таймырского полуострова надо просто избурить всю скважинами добычными. Вот. И вот Таймырский, ну, географию все хорошо знаем, Таймырский полуостров, он нависает над Якутией с запада. Там у нас Анабарский улус, там у нас Оленёкский улус. Вот, и поэтому вот это движение туда, конечно, сильно нас озадачивает. Какое влияние это может оказать на окружающую среду? Насколько специалисты, которые будут там работать на этих скважинах, на огромной сетке скважин, будут аккуратно относиться к окружающей среде. То есть, правильно ли я понял, все действия, которые будут происходить на Таймырском полуострове, будут напрямую отражаться и на запад нашей Якутии? Да, безусловно, конечно, они будут отражаться, но дело в том, что вообще нефтегазовый комплекс, он постепенно продвигается на восток. У нас есть и шельфовые зоны, уже это как бы в секторе, арктическом секторе нашей республики, уже есть прогнозные месторождения, которые могут составить в ближайшем будущем промышленное производство, там, может быть, организовать. Вот. Ну и дальше у нас тут же сегодня уже у нас имеется довольно большая группа алмазных месторождений. Вот. У нас, мы все время говорим о Тамторском месторождении, но разработка Тамторского месторождения – это больше 280, по-моему, тысяч тонн руды, которые надо каким-то образом либо доставить на берег, либо вывезти сюда на юг, по реке или по автомобильному транспорту. Это довольно серьезная задача такая. И опять вопрос возникает экологический, раз. Во-вторых, еще много других экономических, социальных вопросов уже внутри республиканского значения, которые мы должны учитывать. Ну и, естественно, самое главное, то, что кто будет там работать на этих месторождениях. Наши ли ребята будут там работать, либо кто-то другой. Поэтому здесь очень большая такая связка непростых, сложных вопросов, которые нужно будет вместе все увязывать и, соответственно, настраивать систему высшего образования на это. Ну и еще один такой сильный фактор – это цифровые технологии. Сегодня они очень сильно проникают вот в среду нашей нефтяной и газовой промышленности. Мы видели очень интересные разработки вот, в других университетах и институтах, где разрабатываются системы сбора информации, обработки информации и даже анализа и подсказки решений тех или иных вещах. Поэтому это все вот очень сильно нас беспокоит. Но при этом я могу сказать, что сегодня наши оленеводы уже вооружаются цифровыми технологиями. Они уже следят за передвижением стад оленей, сидя дома у компьютера. Это уже сегодня реальная жизнь. Вот. Ну и вот это направление будет дальше развиваться, его надо теперь уже задуматься о том, какие технологические процессы надо развивать и усовершенствовать, и даже вот в области традиционных видов деятельности, которыми занимаются наши коренные малочисленные народы Севера. Это и рыболовство, и охотный промысел, и оленеводство, и животноводство вообще в целом. Коневодство тоже уже сегодня, насколько я знаю, ребята уже начинают внедрять там технологии. Это надо людей готовить к этому. Сегодня, ну, для оленеводства точно никто не готовит людей, обладающих цифровыми технологиями. Значит, это все надо выставлять программы в соответствии вот с теми направлениями развития страны в целом, которые я сказал уже. Ну, будем надеяться, что вопросы, темы и направления, которые вы сегодня озвучили, Якутии удастся как можно более выгодно и беспроблемно пройти эти этапы и найти на них ответы. Александр Андреевич, спасибо, что уделили время, пришли в студию. Действительно, тема очень актуальная и интересная. Спасибо за беседу. О годе науки и мероприятиях к нему приуроченных мы говорили с заместителем ректора СФФУ Александром Кугаевским. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.